апогей якутской графики. Что это было? Что я только что посмотрела? Всем привет, меня зовут Аина, и сегодня будет очень сложное видео. Да, я действительно посмотрю все якутские ужастики, которые смогу найти в интернете, и составлю подробный список с описанием всех фильмов. Возможно, даже составлю топ-3 моих любимых ужастиков. Не знаю, будет ли мне страшно, будет ли мне весело. Я не знаю, как они еще называются. Короче, я пропустила все шедевры якутского кинематографа среди ужастиков, поэтому решила наверстать упущенное, ну и заодно снять такое видео. А перед началом этого видео не забудь поставить лайк, а также подписаться на мой канал. Я вернулась. Да, так выглядит лицо человека, который пересмотрел все якутские ужастики. Это было очень тяжело. После всех просмотренных 16 фильмов моя жизнь разделилась на до и после. Это будет обзор всех 16 фильмов без спойлеров, и в описании я оставлю все ссылки, где я нашла эти фильмы. Знаете, я бы никогда не подумала, что я реально буду заниматься такой хренью. Я даже вам назову число. Получилось 8 страниц текста на 3000 слов. Если что, шрифт 11, интервал 1. Начнем наш список с самых истоков, самых ранних фильмов до самых свежих. К сожалению, я некоторые фильмы не нашла, и все же я список напишу внизу полный. Я посмотрела 17 фильмов и еще нашла 7 названий. Получилось 24 якутских ужастиков на данный момент существует. Если я что-то упустила, можете написать в комментариях. Видео будет очень долгим. Готовьте чай, запасайтесь печеньем, чипсами, что вы там делаете. И приятного просмотра. Первым наш список открывает фильм 1986 года «Маппа». Режиссер Алексей Романов. Этот фильм считается одним из первых якутских фильмов и по совместительству является одним из первых мистических фильмов в Якутии. Поэтому можно смело сказать, что это почти легендарный фильм на 20 минут. Ну, можно считать, что это короткометражка. Снят был по мотивам рассказа Николая Заволоцкого «Чисхан. Маппа». История начинается с того, что один мужик в зимнюю стужу... Так, теперь мне страшно. История начинается с того, что один мужик в зимнюю стужу находит дом и заходит погреться. Параллельно случается так, что он теряет сознание и вообще ему плохо. Просыпается он уже в обществе одной женщины приятной, которая говорит, что она покормила его коней, и как бы она его и самого накормила, и все хорошо. Проходит некоторое время, и этот мужик остался у нее жить, он ее любит, все хорошо, но в один момент она хочет раскрыть ему великую тайну, которая подвергает его в шок. А что за тайна? Узнаете сами. Когда я узнала тайну Маппы, то есть главную героиню зовут так, то я слегка даже напугалась, потому что реально это было показано и снято очень хорошо. Описание фильма намекает, что концовка будет немножко драматичной, поэтому готовьтесь плакать. В общем, ради прикола можете посмотреть. Все же это как бы первый такой фильм. Сейлык, 1996 год. Сейлык означает Литовия. В целом, фильм дает своеобразный ответ на вопрос, что будет после смерти. Действия разворачиваются в деревне, в которую приезжает наш главный герой и покупает там дом. Вместе с другом они осматривают дом, и между делом главный герой заскочил к дедушке. Как я поняла, этот дедушка был владельцем этого дома, и он купил дом у него. И дедушка был болен, он был прикован к кровати, и он повторял только одно, что ему нужно в Сейлык, то есть Литовия. И через несколько дней выясняется, что дед умер. Ближе к вечеру они садятся за праздный ужин, немножко выпивают, и ближе к ночи выясняется, что дом-то оказывается с призраками, и что ночевать там не особо безопасно. А наш главный герой начинает видеть призраков, то есть он встречает призраков, которые коротают вечность в ожидании, что однажды кто-нибудь найдет и захоронит их останки. Ну и возникает главный вопрос. Наш главный герой тоже умер и стал блуждающим призраком,
Ответ на этот вопрос дают его новые друзья-призраки. Они ему дают подсказку, что чтобы он перестал блуждать вместе с ними, нужно, чтобы его тело нашли и захоронили. И тогда он сможет попасть в свой личный рай в виде Литове, Сейлыка, где обитают его все родные и близкие, в очень, счастливое и беззаботное место. Что же сделает наш главный герой? Сможет ли он выбраться из этого места и попасть в другой мир? Все это вы сможете узнать, если посмотрите фильм до конца. Вообще фильм не содержит прямых скримеров и всякой страшной музыки, но все равно мистическая атмосфера, она на протяжении всего фильма сохраняется и немножко даже становится жутковато от того, что вообще происходит в фильме. Расскажу, фильм тоже неплохой по сравнению с тем, что нас ждет дальше. Сеттерсер. Проклятая земля. 1996 года. Режиссер Эллей Иванов. Фильм окунает в эпоху конца 20 века. Начнем с описания. Действие происходит в деревне Аласи, в которой поселяется молодая семья. Коневод Джогюр, Егор и его жена, ну и еще годовалый сын. В первые же секунды жена спрашивает у своего мужа про это место и говорит, что чувствует что-то не то. И ей даже снится страшный сон, в котором ее кто-то зовет. И в один из дней муж и жена стоят у ограды и смотрят, как напротив их дома в лесу кто-то ходит. Конечно, они на это не обратили внимания и подумали, что это просто так. А на следующий день Егор обнаружил, что пропала их кобыла. Жена посоветовала спросить у соседки Олексёс, то есть Александры, старухи, которая живет тут с рождения. Вдруг она видела, как крали лошадь. И поговорив с ней, Егор так и ничего путного не узнал. Ведь он был скептиком и в легенду, рассказанную старухой, не поверил. А она сказала, что в 30-е годы темных духов изгнал шаман, но Красная Армия не дала завершить обряд, и теперь призраки пришли снова. Найдет ли Егор свою кобылу? Это вы узнаете, если досмотрите фильм до конца. Готовьтесь обосраться. Посреди фильма есть скример. Это тоже один из первых якутских ужастиков, тоже почти легенда, поэтому советую посмотреть. Снято реально с душой, поэтому очень атмосферно. И да, все люди, которые смотрели этот фильм в детстве, конечно же, помнят этот скример. Ну и, как я сказала, отдельно хочется отметить игру актеров. Им реально веришь. Кроме старухи. Тут с Егором я соглашусь. Из интересных фильм тут полностью на якутском языке. Субтитров, кажется, нет. Хронометраж 54 минуты. Ну а мы переходим к следующему фильму. Тропа смерти. 2006 год. Режиссер Анатолий Сергеев. Назвать этот фильм можно так. Местные улицы разбитых фонарей в жанре хоррор. Перейдем к описанию. Начало. Минутные нечитаемые кадры. Далее минутные кадры мальчика в лесу. Далее нас встречает молодой парень. Будем его звать флешбекер. Почему? Объясню далее. Которого будет звонком его дружбан, длинноволосый алкоголик. И назначают они встречу поход на гору. И они назначают встречу поход на гору. Да. Слушай, у меня отличная идея. Почему бы нам не рвануть в лес, как в старые добрые времена, в поход? Следом они все собираются, точнее их собирает машина. Первым собирают длинноволосого алкоголика, затем Петра, потом Дениса, журналюгу и далее Илью Молчуна. И далее нашего флешбекера, который любит подбирать огурцы на пути. Вот скажите, что это? Зачем? Что это? Это огурец? Народная примета. Если видишь бабку с пустым ведром, то хана тебе. Эй, ребята, смотрите, там бабка с пустым ведром. Все. Все, хана нам. Просто ты раскрыл всю суть фильма за 6 минут. Ты просто... бабка с пустым ведром, как же? Вот. Но помимо бабки есть еще и дед, который более явно намекает на то, что их ждет хана. Кстати, а почему у нас в Якутске нет Макдональдса, а? Почему нет? Скоро, может быть, будет. 2021 год. Мы задаемся тем же вопросом. В общем, с горем пополам они все же доехали. Знаете, этот фильм я бы назвала не «Тропа смерти», а «Тропа к алкоголизму», потому что... Вы посмотрите, вот этот чувак. Сейчас видно, он
Бутылку, видимо, выбросил, да? Далее смотрим. Он же прямо сейчас... Что же он будет делать? Он снова с бутылкой, ладно. Но зачем выбрасывать бутылку в лужу? Просто зачем? Что мы видим дальше? Он снова с бутылкой. Я поняла, он просто фанат бутылок. Мне кажется, или они реально пили во время съемок. Да, он вообще не расстается с бутылкой. Ну просто посмотрите, что он делает. Ты серьезно, ты угораешь. И за весь фильм единственным кинематографичным кадром был кадр вот главного героя, где он задумался. Мне кажется, вот за фильм это будет единственный кинематографичный более-менее кадр, чисто из-за того, что они ровно поставили горизонт впервые за 10 минут фильма. Будем следить. И вот в этом же самом месте его и флешбэкнуло. Оказывается, в детстве он в этом же лесу когда-то заблудился. Но, как ни в чем не бывало, они побрели дальше, пошли дальше просто пить пиво. И по великой судьбе они пешком дотопали до шаманского дерева. И Молчун Илья начал было уже предупреждать своих друзей о том, чтобы все как бы уходили подальше от этого места, но его закадычные друзья решили послать его куда подальше. Поймите, это все неправильно. Ну как вам еще объяснить, что все это очень серьезно? Марат, у меня от твоих страшных историй, знаешь что, мне поссать захотелось. Записывайте его цитаты, просто он, этот чувак гений. Куда это сделать? Нет идей. Так вот. Самое интересное, что они сделали все с точностью да наоборот. Но Илья Молчун оказался умнее, и он благополучно слился и не стал присоединяться к своим друзьям. То куда, а я пас. Конечно же, после всех этих агрессивных действий они разозлили шамана, и на них напал очень сильный ветер. После этого похода их жизнь больше не будет прежней. Доберутся ли они до дома? Что будет с их судьбами? Все это можно узнать, если посмотреть вторую часть фильма. Пока не буду давать оценок, переходим к второй части. Тропа смерти 2. Искупление. 2008 год. Режиссер все тот же. Ровно через 2 года выходит вторая часть этого шедевра. Тропа к алкоголизму 2. Искупление. И этот фильм уже больше похож на детектив, чем на ужастик. Респект начальным титрам, графика сделана на ура. Вот эти вот корни волос, кожи головы, это, апогей якутской графики. Я не хочу критиковать, но вот это вот меня просто вынесло. Что это было? И, к превеликому сожалению, длинноволосый алкоголик умер. Оставшиеся друзья решили испытать судьбу и стать ближе к покойному другу. Нефтемно начинается стрелка, и все начинают драться, приезжает полиция, и все убегают. Следом умирает Петр. Его труп находит флешбекер, и как бывает в плохом фильме, он напрочь забывает то, что видел, и вспоминает то, что не видел, уже в кресле у психолога под гипнозом. Далее умирает журналюга. Вот его смерть была самой странной смертью, которую я видела в своей жизни. Режиссер Джеймс Кэмерон. Киборг-убийца. Блядь, состай! Состай, ебаный! Но потом то, что я увидела, я не забуду просто никогда. Здорово, Зайва. Ты не умер? Да умер я, умер. Просто диалоги, которые мы заслужили. Ну это гениально. Мне пора. При чем здесь шаман? Ты куда? Ищи во мне. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Что я только что посмотрела. После этой сцены, эта сцена, она просто легендарная. После этой сцены нет смысла смотреть фильм далее. Это сродни вот этого. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя. В общем, фильм явно стоит того, чтобы вы это посмотрели. Лично я посмеялась от души. Ну, и вы никогда просто нигде не найдете вот персонажа длинноволосого алкоголика. А самое интересное, что я подметила, фильм полностью на русском языке. И звук
на удивление, но он классный. Их, кажется, всех переозвучивали повторно, поэтому их реально хорошо слышно. Поэтому вы точно услышите все гениальные диалоги. Себе Нерсер. Бесплотные земли. 2008 год. Режиссер Константин Тимофеев. Вы знаете, этот фильм я бы назвала 3 словами. Это хороший якутский артхаус. Перейдем к описанию. Первые кадры: мама и дочь купаются в озере, а далее происходит что-то страшное и непонятное, и сразу понимаешь, что произойдет какой-то пипец. И от этого интереснее смотреть дальше. Что же произойдет? Собственно, после этих странных кадров начинается история. Главная героиня Даяна вместе со своей дочкой Сарданой едут на УАЗике в деревню Харанга-Улах, что в переводе означает «темные воды». Кажется. Поскольку деревня далекая и туда никто не ходит и не ездит, таксисты их кидают на половине пути, и они топают сами. Встречают их очень адекватные люди. Опа, кого-то хлопнули, братан. И начинаются первые звоночки. Ее ждали 3 года, дом полуразрушен, дети, не умеющие читать. Все буквально кричит о том, что здесь что-то не так. Но наша главная героиня глухая, ну и к тому же слепая, поэтому она вообще в лоб не видит, что происходит перед ее носом. Ну, ладно, может быть, она не видит, потому что она заколдована, а может быть, она реально... Потом начинается трэш. Безумные дети накидываются на Сардану, потом мирятся и идут к какому-то странному месту, и наша Сардана протыкает красный пузырь. Красный пузырь пульсировал и был похож на сердце. Параллельно с этим раскрывается история со спектаклем Токио Чеген Салгана, то есть токийский свежий воздух, который должен состояться очень скоро, но все никак не может состояться, но он состоится очень скоро. По мере того, как Сардана коннектится с местными ребятами, ее мать начинает глюковать. То резко у нее голова заболит, то что-то еще увидит, в общем, понимаете. Единственный адекватный человек во всем этом фильме — это та самая старуха, которую отправили в нокаут в самом начале фильма. Бля, иди поспи нахуй, реально. Вот иди приляг нахуй и поспи. Она более-менее разговаривает с главной героиней и дает даже ей советы, на удивление адекватные советы. А далее абсурд становится еще сильнее. Наша Сардана заводит новую подружку, и они идут вместе рыбачить. Тучи сгущаются в прямом и переносном смысле, и дух смерти начинает проявлять себя. А как проявится этот дух вообще? Что произойдет с девочкой и ее мамой? Вы можете узнать, если досмотрите фильм полностью. В целом скажу, что фильм очень атмосферный. Каждый кадр заслуживает респекта, с них можно писать буквально картины. Чего только стоит кадр девочек за рыбалкой. Это выглядит очень красиво. В общем, старания заслуженные, если вы, конечно, не ненавидите артхаус. А глубоких смыслов в этом фильме хоть пруд пруди. Чего только стоят кадры девочек за рыбалкой и спектакль. В общем, точно не заскучаете. К счастью, русские субтитры есть, ну и звук тоже не особо так и плохой, все нормально слышно. Хронометраж 1 час и 23 минуты. Ичилях клуб. Призрак с привидениями. 2008 год. Режиссер Екатерина Бочкарева. Все вы, наверное, слышали поговорку «старики как дети». В этом фильме эту поговорку решили использовать в буквальном смысле. Знакомьтесь, дети этого фильма, они собираются в клубе и ставят сценку для концерта. Одним вечером они затронули тему призраков. И кто-то из них рассказал, что очень давно убили девушку, и что ее призрак бродит по ночам. Ну и они решили чисто по приколу погадать на блюдце и призвать дух этой девушки.
А чё бы и нет? В процессе гадания они реально призвали этого духа и просто убежали с клуба. И на следующий день заведующая этим клубом их наругала, как детей. И как-то сложилось так, что в клубе стал ночевать один чувак. Я так и не поняла, почему все, потому что звук в этом фильме просто, такой, что там невозможно это понять. И естественно, что этот чувак ночью увидел этого призрака и рассказал все заведующей. Как они решат проблему с призраком девушки? Смогут ли избавиться от нее? Все это вы можете узнать, если посмотрите фильм до конца. Скажу сразу, русских субтитров нет, все на якутском. И повторюсь, да, звук не очень хороший. Однако, если смотреть в полной темноте и наушниках, то реально можно испугаться. Хронометраж 45 минут. Нахара, 2007 год. Режиссер Мария Калинина. Вы знаете, я провела аналогию. Нахара — это если бы «Тропу смерти» сняли не как «Улицы разбитых фонарей», а как якутское кино. Понимаете это как хотите, в общем. Перейдем к описанию. Лето, бильярд, студенты. Продолжаем свою миссию выходную по поднятию вашего настроения и поддержанию. Трое друзей за 2 месяца до сдачи диплома решили тупо по фану поехать в деревню, порыбачить, заодно и увидеть призраков. Что там будет делать? Как что? Порыбачим, отдохнем. Самое главное, это мы дипломную едем писать, понимаешь? Они реально захотели взглянуть на призраков и сознательно поехали в то место, где обитают призраки, то есть в деревню Нахара. Поехали они на УАЗике, доехали до дома родителей одного из друзей, а на следующий день отправились в заброшенную деревню. И началось. Один увидел девушку в белом, другой откопал череп, а третий просто так с ними ходил. Одним словом, лучше «Тропы смерти». Музыкальное оформление тоже придает некий шарм всей картине. Конечно же, не без тряски камеры, но мы к этому уже люди привыкшие, поэтому нормально. Но не сказать, что страшно. Что это? Называется ранос. То чувство, когда его крик напугал больше, чем скример. Хотя, конечно, если вы посмотрели это в детстве, когда этот фильм только-только вышел, наверное, многие обосрались. Поскольку я посмотрела этот фильм несколько дней назад, могу сказать, что, да, веселое кино. А что же будет дальше? Что станет с этими друзьями? Что станет с третьим чуваком? Все это вы можете узнать, если вы досмотрите фильм до конца. Нахара 2. Итексирь. Священная земля. 2011 год. Режиссер Евгений Павлов. Тот же сюжет, только главных героев не 3, а 4. Уже другие студенты, зная про историю ребят из первой части, решили поехать в ту же деревню. И главный герой ищет какие-то там захоронения, и, к счастью или не к счастью, находят они эти захоронения с первого раза. Как вы думаете, найдя сраный череп, что же с ними произойдет? По атмосфере фильм очень сильно уступает первой части. Честно говоря, вывозила все только одна актриса, которая играла девушку главного героя. А музыкальное сопровождение лично мне не зашло. Продолжать описание я не буду, потому что я уже не помню, что там произошло, но там произошел какой-то тоже сюрреализм. Лучше бы я этого, честно, не видела. Вот реально, вторая часть Нахара меня очень сильно разочаровала. Пускай так лежит, да? Я не буду там поднимать, так что... может быть, если вам этот фильм нравится, если я задеваю ваши чувства, простите меня, но мне не понравилось. Знаете, почему мне не понравилось? Потому что большую часть фильма главные герои тупо бегали по лесу. Все, я выговорилась. Наконец-то. Ау! Что ж, я к этому шла 5 лет. Наконец-то у нас мини-юбилей. Наконец-то нас стало 1000. Даже праздничный синнабон собственного производства. В общем, я рада. С юбилеем канала. Счастья, здоровья, удачи.